В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Недостоверная маркировка продукции ГОСТами может обернуться для производителей крупными штрафами. Инициатива привлечения компаний к административной ответственности за такие нарушения принадлежит Росстандарту. По словам главы ведомства Алексея Абрамова, размер штрафа за маркировку некачественной продукции должен составлять 1% от годовой выручки производителя. При повторном нарушении размер взыскания возрастет до 3%. Абрамов подчеркнул, что только крупными штрафами можно исправить ситуацию с некачественной продукцией. Сейчас же производители фактически ничем не рискуют, когда ставят знак ГОСТ на продукцию, которая ему не соответствует. Премьер-министр Якутии Владимир Солодов во время отчета правительства отметил, что бедность в республике находится на запредельно высоком уровне и предложил 3 способа борьбы с ней. Я бы предложил 3 рецепта. Продолжить работу по трудоустройству граждан на промышленных предприятиях. Второе. Бедность связана с наиболее уязвимыми людьми. Работу правительства в этом направлении надо сфокусировать на них. Третье. Бороться с повышением цен на продукты. Это особенно касается северных арктических районов. В 2019 году поставлена задача снизить цены на продукты в этом регионе. Уже в 2019 году будут изменения, сказал Владимир Солодов. С января этого года начисляется новый платеж коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Госкомцен утвердил тарифы на основе федеральных нормативных актов и нормативов регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В Якутии по физическим лицам в среднем тариф составил 144,5 рубля в месяц. При этом плата на местах варьируется в зависимости от норматива и места проживания и составляет от 84 до 149 рублей. Начисление производится не в кубических метрах, а от числа проживающих. Таким образом, на одного жителя Якутска, проживающего в благоустроенном многоквартирном доме, плата составит порядка 118 рублей. Ну а в частном секторе плата взимается только в случае, если оператор установил контейнер для мусора на расстоянии не менее 200 метров от дома. Кроме того, для жильцов неблагоустроенного жилья удорожание на вывоз мерзлых отходов не превысит 15% от прежнего платежа. Летом будет снят запрет Росавиации на международные полеты авиакомпании «Якутия». Напомню, в прошлом году Росавиация после выявленных в деятельности авиакомпании «Якутия» нарушений запретил ей выполнять международные рейсы. Ранее авиакомпания осуществляла регулярные международные рейсы в Китай, Японию и Южную Корею из Иркутска и Якутска, а также чартерные рейсы и в Европу из Москвы. Власти Якутии создали в 2018 году свыше 4000 новых рабочих мест для диверсификации экономики моногородов и монопоселков региона. Такие населенные пункты Якутии в течение года освоили более 68 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. А в текущем году планируется ремонт уличной дорожной сети, а также входных групп в медицинских учреждениях. Якутия с 2017 года участвует в реализации приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов». А всего в регионе находятся 6 моногородов и поселков, преимущественно на западе и юге республики. В 2018 году горно-обогатительные комплексы пополнились новыми единицами современной техники. В частности, были приобретены и запущены в работу гидравлические экскаваторы и автосамосвалы различной грузоподъемности. Кроме того, введены в работу 3 буровых установки, 6 тяжелых бульдозеров, а также легкие экскаваторы для добычи угля. Техническое переоснащение парка позволило ГОКу Ненаглинский досрочно выполнить годовую производственную программу в прошлом году добыта более 5,5 миллионов тонн угля. На 2019-2020 годы перед коллективом «Колмар» стоят еще более масштабные задачи, при реализации которых объем добычи и переработки увеличится более чем в 3 раза по сравнению с минувшим 2018 годом. В Санкт-Петербурге подписан план мероприятий совместной деятельности между «Газпромом» и правительством Республики Саха-Якутия на 2019-2021 годы. «Газпром» дополнительно предусмотрит 80 миллионов рублей на строительство спортивных объектов в республике с учетом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в Алдане. На встрече также обсудили вопросы привлечения научных организаций республики по вопросам по гидротехническому мониторингу объектов Чаиндинского месторождения
прохождения и магистрального газопровода «Сила Сибири», а также вопрос подготовки кадров из числа местного населения с учетом предстоящего завершения строительства объектов «Газпрома». В апреле текущего года планируется совместное заседание рабочих групп в городе Мирный. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.